Ранним утром ребята во главе со своими тренерами собираются на центральной площади лагеря. Вскоре начинается репетиция парада участников. У каждой сборной свой штандарт с гербом города или района. Церемония открытия, как и весь конкурс, должна пройти слаженно. К 10 часам к ней все готово. Организаторы приветствуют ребят и желают увлекательной борьбы. Вы здесь получите необходимые знания правил дорожного движения, которые, безусловно, вам помогут в вашей повседневной жизни, в походе из школы домой, из дома в школу. И вы постараетесь эти знания передать вашим друзьям, одноклассникам, просто знакомым и даже родителям. Давайте, чтобы эти соревнования прошли справедливо, а мои сотрудники за этим проследят. Желаю вам успехов, чтобы действительно эта смена в этом оздоровительном лагере позволила вам не только узнать лучшие правила дорожного движения, но и познакомиться между собой, обменяться культурами своих районов, своих городов, ну и действительно, чтобы вы стали друзьями и надежными помощниками полиции в обеспечении безопасности дорожного движения. У сборной Устюгского района особая миссия – поднятие флагов России, республики и, собственно, конкурса «Безопасное колесо». Под торжественную мелодию гимна ребята на отлично справляются с задачей. Отметим, что именно юные велосипедисты из школы села Айкино являются действующими чемпионами соревнований. Они же в прошлом году защищали честь нашей республики на федеральном этапе соревнований в Ульяновске. В одном из видов программы – фигурном вождении велосипеда – айкинская команда стала лучшей в стране. И несмотря на то, что ее состав значительно обновился, ребята готовы подтвердить свой статус и на этот раз. Тем более, что подготовка у них поистине образцовая. Мы изучали медицину, право дорожного движения, фигурное катание и ОБЖ. Мы выступаем ради района, школы и республики. Муниципальный этап у нас прошел в конце марта, и наши ребята победили, поэтому мы попали на этап республиканский. К этому конкурсу мы начали готовиться заранее, еще в августе месяце. По окончании торжественной части начинается первый этап состязаний – творческий. Здесь ребята представляют свои визитные карточки. Кто-то исполняет зажигательную песню, а кто-то удивляет зрителей репортажем с сельских улиц. Строгое жюри по достоинству оценивает креатив юных знатоков дорожного движения. Высших баллов здесь достойны все. И очевидно, что на следующих этапах борьба предстоит также нешуточная. Конкурс продлится 4 дня. Участники попробуют свои силы в медицинском конкурсе, основах безопасности жизнедеятельности, фигурном вождении и других не менее интересных конкурсах. А торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоится 14 сентября. Сергей Туркин, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.